Уважаемые телезрители, мы сегодня находимся на одной из главных улиц нашего города, улице имени Ленина, вдоль которой формируется будущий общественный центр города или общегородской центр. Формирование этого центра начинается в микрорайоне, где построено здание ГУС, далее в микрорайоне Б, рядом с 9-этажными домами, которые сегодня находятся в стадии строительства. Там планируется строительство здания магазина «Универсама», двухзального кинотеатра и комплекс библиотеки. Ну и затем этот общественный центр, планировочно перетекает в общегородскую площадь, на которой на сегодняшний день находится здание горсовета, городской администрации. На противоположной стороне от горсовета, вдоль улицы Ленина, должно находиться здание административного назначения, предположительно производственное объединение «Якутуголь». Очень большое по объему, порядка 7-8 этажей, с тем, чтобы композиционно эта площадь имела свою точку отсчета, так сказать, или какой-то объект, который держал бы достаточно большое по своим размерам пространство площади. Ну и, наконец, о том месте, где мы непосредственно сейчас находимся. Это территория микрорайона К, улица Ленина и строящееся рядом с нами здание Дома правосудия. Здание выполнено по индивидуальному проекту, строительство ведется по индивидуальному проекту. На сегодняшний день смонтирован цокольный этаж, а вообще здание будет иметь 4 этажа вместе с цокольным. Здесь будет размещаться здание службы народного суда и прокуратуры. Имеется в проекте заложен несколько залов судебных заседаний. Ну и архитектура его своеобразная и интересная. Я думаю, жители нашего города смогут его по достоинству оценить после завершения строительства. Чуть дальше находится котлован. Котлован под расчетно-кассовый центр. Также по индивидуальному проекту стройка начнется буквально, или уже начата, буквально сегодня-завтра. На территории, расположенной сейчас в этом микрорайоне автомобильной стоянки платной, будет построено здание фирменного магазина «Мебель» для продажи той мебели, о которой давно ведутся разговоры в городе и которую, наверное, все-таки жители нашего города увидят в продаже. Ну и завершается застройка микрорайона К общественными зданиями вдоль улицы Ленина, запроектированным на сегодняшний день зданием МНГПО УЖКХ. Очень большой объем, 7-этажное здание, Г-образное в плане. И небольшое по сравнению с этим зданием МНГПО УЖКХ здание пункта централизованной охраны, коробка которого на сегодняшний день практически строительством завершена, остались отделочные работы. Ну и в целом эта эспланада общественных зданий, которые имеют начало свое в микрорайоне А, будет продолжена и в будущих микрорайонах. Я имею в виду микрорайон Р. Протяженностью эта эспланада будет более километра, порядка 1,5 километров. То есть весь общественный центр в этом направлении будет сформирован в одну линию застройки, такой, как я говорил, уже эспланадой. Ну а в перпендикулярном направлении вдоль улицы Дружбы народов застройка будет вестись, она уже начата в микрорайоне М, жилыми зданиями 9-этажными, 3 группы по 3 здания в каждой.
с пристроенными объектами обслуживания. Это и кафе, и магазин, и значит, другие объекты общественного назначения. Перемежается вот эта застройка по улице Дружбы Народов открытыми плоскостными пространствами, на которых сохраняется по проектам зелень. Ну, на сегодняшний день таких зеленых пятен осталось не так уж много. Это в первую очередь небольшой сквер перед строящимся зданием Дома культуры общегородским, и далее микрорайонный сквер, опять-таки микрорайона К. В дальнейшем эти территории предполагается благоустроить, огородить территории, и с решением вопросов по благоустройству, я имею в виду тут и комплекс по установке малых архитектурных форм, подпорные стенки, ограждения, значит, весь комплекс мероприятий, которые позволят назвать вот эти территории, ну, полноценными городскими скверами. Ну, что касается других объектов общественного характера, которые будут в ближайшее время начаты строительством или достроены. Это общие городские объекты, которые и объекты микрорайонного назначения, которые также вдоль вот этих двух основных главных улиц заложены в проектах и должны быть, я надеюсь, в ближайшее время построены. Ну вот с противоположной стороны улицы, на которой мы находимся, жилая застройка закончена уже порядка 2 лет назад. В проектах заложены пристроенные объекты обслуживания. Вот к торцам этих 9-этажных домов должны быть пристроены детское кафе на 50 мест, фотосалон и дом быта или блок обслуживания. То есть объекты, которые на сегодняшний день, в общем-то, жителям нашего города, я думаю, необходимы. Объекты выполнены, проекты на эти объекты выполнены индивидуально. Значит, в их проектировании принимали наши ведущие архитекторы. В первую очередь это архитекторы Института Южикут Гражданпроект, архитектор Дудкин, Семенов, архитектор Васильев, ваш покорный слуга. Значит, и я думаю, что все же при всей сложности экономической ситуации у города найдутся средства и возможности для того, чтобы завершить строительство и микрорайона М, и микрорайона К объектами общественного назначения и сформировать общественный центр, ну, который сделал бы лицо или архитектурный облик нашего города, придал бы новую, интересную, более интересную окраску.